Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Глава Украины Владимир Зеленский призывает к тому, чтобы Грузия начала войну против Абхазии и Южной Осетии для облегчения положения своему режиму. По его словам, новые перспективы в сфере безопасности появятся благодаря переменам в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа. Особенно когда, благодаря нашей защите от агрессии России, откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность, заявил Зеленский в ходе дистанционного выступления на саммите государств-участников Объединенных экспедиционных сил в Швеции. Это придаст потенциал нашей общей безопасности здесь, в нашей части Европы, заявил Зеленский. Он назвал нынешнюю ситуацию, цитата, историческим поворотом. Отметим, что украинские политики не раз призывали Тбилиси заняться своей территориальной целостностью, то есть открыть второй фронт против России, начать войну против Абхазии и Южной Осетии. Кстати говоря, в правящей грузинской мечте в ответ на призывы главы киевского режима Владимира Зеленского заняться территориальной целостностью своей страны заявили, что будут решать вопрос урегулирования с Абхазией и Южной Осетией мирно, а не военным путем. Так, глава комитета парламента Грузии по вопросам Кавказа Бека Адишария заявил, что у Грузии есть некий, цитата, мирный план, который подразумевает в первую очередь восстановление контактов с абхазами и осетинами, а уже потом решение территориальных вопросов. Более того, там звучали даже такие фразы: «Мы ищем пути к сердцам. Грузины, абхазы и осетины должны существовать мирно», сказал он. Адишария пожелал народу Украины, чтобы украинская власть сначала решила собственные проблемы по восстановлению территориальной целостности. Конец цитаты. Адишария пожелал народу Украины, чтобы украинская власть сначала решила собственные проблемы по восстановлению территориальной целостности. Другой член мечты Кадагишвили приветствовал заботу Зеленского о территориальной целостности Грузии, но подчеркнул, что Тбилиси только мирно будет делать это. Грузия не увязывает вопрос восстановления территориальной целостности с какими-либо военными действиями. Война разрушает, а не восстанавливает, отметил он. Напомним, что еще летом Владимир Зеленский говорил, что победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению этой же территориальной целостности и Молдовы, и Грузии, а также к демократическим переменам в Беларуси. Отметим в этой связи, что президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявляла, что не верит в возвращение территорий страны военным путем, однако считает, что существует, цитата, очень хороший выход и перспектива для оккупированных территорий Грузии, и это связано, цитата, с предстоящей победой Украины в войне с Россией. Видимо, тут подразумевается, что некий победный исход для Украины автоматически повлечет за собой включение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. Так думают за Ингуром. Ранее Зурабишвили выразила мнение, что мирное соглашение по Украине должно включать вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии. К другим темам. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в эфире российского Первого канала прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Он отметил, что параллели между Абхазией и Карабахом неуместны. Нагорный Карабах не был субъектом международного права ни для одной участницы Организации Объединенных Наций. Даже сама Армения не признавала и не наладила дипломатические отношения за все эти годы с Нагорным Карабахом. Хочу сказать однозначно, что не совсем уместны параллели, безусловно, между Республикой Абхазия и Нагорным Карабахом в силу того, что мы поддерживаем дипломатические отношения с Россией, и самая крупная страна в мире, Российская Федерация, признала наш государственный суверенитет. Мы это очень ценим, отметил он. Ардзинба выразил надежду на то, что ситуация в Нагорном Карабахе будет стабильной. Мы с болью в сердце наблюдали и наблюдаем за тем, что там происходит. Для нас это не чужие люди, для нас это близкие люди. У нас в Абхазии большое количество наших братьев армян проживает, и армянская община достаточно крупная. Мы активно взаимодействуем и общаемся, сказал он. Инал Ардзинба не исключил также, что часть беженцев из Карабаха может направиться в Абхазию. При этом политик считает, что это, цитата, не будет массовым явлением. Он указал и на определенные визовые элементы абхазской политики по отношению к гражданам Армении.
Продолжаем передачу. Распространение полноценной, всеобъемлющей информации об Абхазии миру – одна из самых приоритетных задач информационной политики республики. В этом смысле огромное значение имеет существование и функционирование, в том числе англоязычных сайтов. Одним из таких сайтов является abkhazworld.com, созданный 15 лет назад черкесом родом из Турции, проживающим 11 лет в Великобритании Метином Санмез. Кстати говоря, в начале года в Великобритании вышла его книга «Серия размышлений об Абхазии 1992-2022». Издание представляет собой сбор и публикацию разных точек зрения на Отечественную войну народа Абхазии. В сборник вошли статьи 39 авторов из разных стран, в том числе Абхазии, Грузии, Турции, Великобритании, США, Ирландии, Франции и Германии. В книге представлены статьи известных абхазских ученых, журналистов и политиков, таких как Станислав Лакоба, Натала Акаба, Виталий Шария, Максим Гвинджи, Нал Хашик и другие. Кроме того, опубликованы статьи специалистов из других стран, в том числе Томаса Девала, Александра Искандеряна, Вадима Муханова, Дитера Ботана и Полы Гарб. Стоит отметить, что Метин Санмез – единственный создатель и редактор сайта Abkhaz World. Это довольно информативный, разделенный на множество отделов сайт, который на английском языке рассказывает об истории, культуре и политике Абхазии. Есть отдельный информационный раздел, огромное количество материалов посвящены причинам абхазо-грузинского конфликта, приведено множество исторических статей, в том числе о раннесоветском времени, периоде Сталина-Бериевского террора и другие. Можно встретить, например, такие разделы: абхазы, кто они, их язык, история, культура, очерки о важных исторических личностях, статьи выдающихся абхазских ученых, мнения современников об актуальных проблемах и вопросах. И все это на английском языке. Трудно себе представить, что вся эта работа фактически одного человека. Сегодня мы предлагаем вам интервью с Метином Санмез, с которым мы... Отъезжай сегодня. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с Метином Санмез, с которым мы связались по Skype, чтобы подробнее узнать о том, как проходит работа над этим сайтом и почему вообще однажды он решился взяться за это непростое дело. Метин, приветствую вас. И прежде всего, спасибо, что согласились на это интервью по Skype. И хотелось бы знать более о вашей работе, об Abkhaz World, который мы хорошо знаем. Я сама пользовалась этим сайтом много раз для работы. Спасибо, это невероятный труд. Но, пожалуйста, расскажите нам, как появилась идея создать Abkhaz World и когда это случилось. Прежде всего, спасибо за эту возможность. Мне это очень приятно. Я создал свой первый веб-сайт в 2001 году. В то время он не был конкретно об Абхазии, а скорее о черкесах, и его название было «Черкесский мир». И там был раздел об Абхазии. И в 2008 году я побывал в Абхазии. И после этой поездки я, конечно, был очень впечатлен тем, что увидел там. И когда я общался, и мы говорили о войне и о таких темах, я решил создать отдельный веб-сайт об Абхазии. И я начал работать над этим. Я запустил сайт в январе 2009 года, и это и есть начало этого сайта. С тех пор я работаю над сайтом один. Хочу, чтобы вы понимали, что сайт больше создавался для неабхазских пользователей. И вот почему он на английском. Я хотел этим сайтом рассказать об абхазах, об их культуре, истории, ну и, конечно же, о конфликте между Грузией и Абхазией. Потому что существует так много неправдивой информации об Абхазии и абхазах, об этой войне и конфликте, и мне захотелось дать видение самих абхазов.
Спасибо вам за это. Но как именно вы почувствовали эту необходимость создать эту платформу для размещения информации об Абхазии? Как вы почувствовали, что это нужно? Может быть, вы искали информацию и ничего не находили? Как конкретно это получилось? Помните ли вы тот момент, когда вы поняли, что эта информация востребована? Когда я просто начал искать в интернете, я заметил, что там недостаточно ресурсов об Абхазии. Да, в принципе, как и о черкесах. И я решил сделать что-то на английском языке. И я начал разыскивать нескольких ученых в интернете, таких, например, как Джон Колорусо или Джордж Хьюитт, которых вы хорошо, наверное, знаете. И я попросила у них статьи. Так я и начал эту работу. В то время я даже английского не знал. Тогда я очень слабо говорил на языке. Я просто послал имейл этим ученым и попросил, могут ли они прислать несколько статей об Абхазии и черкесах, которые я хотел бы разместить на моем веб-сайте. И потом, уже вовлеченным в эту работу, я, конечно, встретил много нужных людей. Я начал изучать архивы и нашел так много документов и стал потихоньку их публиковать, размещать на веб-сайте. И через уже какое-то время сайт начал активно расти, расширяться. И, понятное дело, занимаясь всем этим, я многому и научился сам. Мне кажется, я улучшил и свои исследовательские навыки, и навыки работы с сайтом. Также я позволю себе сказать, что, как мне кажется, я стал профессионалом во всем этом. Что самое невероятное во всем этом для меня, это каждый раз, когда я листала Abkhaz World, была уверена, что за всем этим интернет-ресурсом стоит огромная команда редакторов, создателей, авторов статей. А сейчас, общаясь с вами, я понимаю, что вы работаете над сайтом фактически один. Все верно? Да, все так. Я, по сути, делаю его сам. И, честно говоря, с самого начала было немало сложностей, когда я создавал свой первый веб-сайт. У меня даже не было компьютера в тот момент. Я шел в интернет-кафе и обновлял веб-сайт оттуда. И когда я создал Abkhaz World, у меня также не было своего ноутбука. Я использовал компьютер компании, на которую я тогда работал. И, занимаясь загрузкой контента прямо из своего рабочего офиса, а иногда мне удавалось также брать этот ноутбук домой и работать из дома. Вы знаете, это просто стало для меня какой-то страстью, и сегодня это все еще так для меня и чувствуете. Я провожу очень много времени в интернете, работаю над этим сайтом, переводя, загружаю материалы, обновляю его. Даже дома в семье иногда жалуются, что я слишком много внимания уделяю этому. Но еще раз повторюсь, не могу себя остановить, это просто страсть для меня. И да, действительно, многие люди думают, что над Abkhaz World работает команда, но на самом деле нет. Хотя, конечно же, у меня есть помощь от многих ученых, таких как Джордж Хьюитт, например. Он очень много помогает мне с переводами, с редактированием. Но что касается обновления самого веб-сайта и загрузки информации, новостей и поиска этой информации, все это я делаю в одиночку. Хочу сказать еще, что все вызовы и сложности сделали меня еще более изобретательным и креативным. Потому что когда у тебя ничего нет, это заставляет тебя выходить из ситуации и что-то придумывать. Не знаю, как это объяснить. Если бы с самого начала не было бы никаких препятствий в этой работе, не думаю, что я горел бы этим так, как сейчас. И позвольте мне сказать, что вы занимаетесь сайтом уже более 15 лет, если я не ошибаюсь. 15 лет делаете это, по сути, один. Вы сказали, что это страсть, но как вам кажется, откуда она взялась? Может быть, вы расскажете немного о себе, откуда вы родом и где вы сейчас находитесь, где вы живете?
Я родился в Турции и вырос в Турции. Я не абхаз, я кабардинец, черкес. Я вырос в городе Кайсере в центре Турции. Оба моих родителя черкесы по происхождению, и я вырос в этой культуре. И у нас было столько много черкесских, абхазских, абаза, родственников и друзей, что, конечно, я был в этой культуре. Но я никогда не интересовался этим глубоко, пока не поступил в университет. Когда я поступил в вуз в своем родном городе, я встретил там человека из Нальчика, который приехал в Кайсере учить молодых людей танцевать народные танцы. Это был бывший танцор ансамбля кабардинка в Кабардино-Балкарии Ауладдин Думанишев. И вот знаете, когда я встретил его, он полностью изменил мои взгляды на наши дела. Он также вел курс по истории, и он всегда говорил об единстве абхазов и адыгов. Адыги и абхазы, он всегда произносил это вместе. Адыги, абхазы неразрывно. И да, это изменило мои взгляды очень сильно. И он повлиял на меня невероятно. И вот тогда и началось все. А IT-сфера всегда мне была интересна. И вот я просто совместил все это и использовал свои навыки. А он как раз писал книгу в то время, и я стал помогать ему, разыскивая всякие источники в интернете. А потом я решил использовать это знание и для себя, создавая веб-сайт. Особенно после 2008 года я начал замечать такое огромное количество лживой информации об Абхазии и грузино-абхазской войне, что просто захотелось бороться против всего этого, всей этой лжи. И даже сейчас в интернете, когда видишь, как Грузия, грузины и те, кто их поддерживают, распространяют много лживой информации об Абхазии, это еще больше заставляет меня работать над сайтом. Когда я вижу их лживые источники, это ужасно раздражает меня, и хочется с этим что-то делать. Я также заметила этот фокус на сайте, как бы сфокусированность на грузино-абхазской тематике, на тематике конфликта. И то, что вы сказали, это очень хорошо объясняет. Вы стараетесь бороться с этим, собираете много материалов, аналитических статей. И я даже видела там исторические ревью наших ученых, которые очень узко сосредоточены на конфликте между Абхазией и Грузией. И, как я понимаю, вы недавно также издали книгу, где вы собрали статьи этих ученых на тему конфликта. Расскажите, пожалуйста, об этой книге. Да, прежде всего, разрешите мне рассказать об этой книге, которая была издана. Моей целью было найти 50 авторов для этого издания, но, к сожалению, этого количества достигнуть не удалось. И потому всего 39 авторов написали статьи о грузино-абхазском конфликте. А я собрал их всех вместе в книге и отредактировал совместно с профессором Джорджем Хьюитом. И книга была издана на Amazon в прошлом году. И, как я уже сказал, 39 авторов работали над этим трудом из разных стран. Турция, Абхазия, США, Германия и даже Грузия, Франция. Очень много разных имен, и все они хорошо известны и на слуху. Все они внесли свой вклад в создание этой книги. Существует, кстати, отдельный веб-сайт об этом проекте. Некоторые авторы были из различных университетов. Одни, например, из Шотландии, другие в Ирландии. И, насколько я знаю, они ознакомились с этой книгой своих студентов из этих университетов.
университетов, и сейчас они пользуются этой книгой на своих лекциях, что, как мне кажется, очень здорово. И, конечно, я всегда на связи с учеными, и не только из Абхазии, а со всего мира. Но если говорю именно об абхазских ученых, я всегда на связи со Станиславом Лакоба и Вячеславом Чирикбо. Прямо сейчас я работаю над одной из книг Станислава Лакоба, которую я начал переводить и статья за статьей публиковать на сайте на английском языке. И да, я поддерживаю контакты с учеными и исследователями со всего мира. И когда я говорю им, что я от Abkhaz World обращаюсь как создатель этого сайта, большинство из них обычно очень приветливы и не отказывают в сотрудничестве. Они обычно соглашаются писать статьи для сайта и дают интервью. Большей частью они воспринимают это позитивно. И да, я могу сказать, что они поддерживают этот проект своими статьями. Митин, нам также интересно знать, есть ли у вас статистика посещения сайта. Когда я последний раз проверял статистику, я заметил, что очень много людей из США посещают сейчас сайт, что стало для меня сюрпризом, потому что обычно посетители из Турции и Грузии всегда наверху этого списка. Но совсем недавно тенденция поменялась, и самое большое количество посещений — это посетители из США и Великобритании, что, по-моему, великолепно, так как я уже говорил, что моя цель — донести информацию до неабхазских пользователей, чтобы, как вы знаете, дать им понимание того, что такое Абхазия, и презентовать абхазскую точку зрения миру. И, конечно, очень много грузинских пользователей заходит на сайт. Им интересно, что абхазы думают, может быть. И да, иногда я получаю от них письма на почту. И некоторые из них, как вы можете понять, не очень приятные. Но все же некоторым в целом интересно знать точку зрения на все в Абхазии, и они даже задают какие-то вопросы, что думают абхазы о конфликте, о настоящем. Как мне кажется, есть еще стремление иметь больше информации. И, конечно, очень много посещают сайт пользователей из Турции. И последний вопрос, но тоже важный. Что бы вы сами, как создатель Abkhaz World, пожелали сайту? Какова, на ваш взгляд, его перспектива в будущем, через 5 лет или даже больше? Что бы вы хотели для него? На данный момент я работаю над сайтом в свободное от работы время. И даже работая в офисе, я иногда занимаюсь Abkhaz World, загружаю туда что-то. Надеюсь, что мой босс не увидит это интервью. Но моя мечта — это сделать Abkhaz World моим основным местом работы. Конечно, это нелегко. Но если когда-нибудь выпадет такой шанс, хотелось бы создать небольшую команду и работать над веб-сайтом на более профессиональном уровне. И если бы была возможность, я хотел бы работать только над этим проектом, чтобы сфокусировать все свои умения и знания на нем. На нем и на своих идеях. Конечно, у меня много их, но, к сожалению, у меня нет достаточно времени для осуществления всего этого. У меня есть семья и сын, которому 3 года, и им тоже, как вы понимаете, нужно внимание, а также нужно зарабатывать на другой работе. И потому моя мечта, чтобы Abkhaz World стал для меня основной работой, сейчас довольно сложная. У вас уже есть потрясающий опыт. Вы делаете невероятную работу, которая очень впечатляет. Спасибо вам за это. И спасибо за это интервью. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.